Часть уникальных экспонатов единственного в Ненецком округе краеведческого музея изготовлены сыктывкарскими мастерами. В основном это чучело известных северных животных – оленя, росомахи и мелких грызунов. Сотрудничают с нашими специалистами соседи из НАО и при реставрации многих выставочных экземпляров. По отделам музея прогулялась Виктория Палкина. Посещение единственного в НАО краеведческого музея едва ли не обязательный пункт визита всех высоких гостей Нарьян-Мара. Показали его и главе Коми Вячеславу Гайзеру. Он оценил уникальность многих экспонатов и отметил, в экспозициях краеведческого музея четко прослеживается связь двух соседних регионов от первобытных времен до освоения тундры. С 1958 года Коми-Ненецкое геологическое управление ведет разведку на территории нашего края углеводородного сырья. То есть тоже здесь наша с вами совместная история и первые скважины, и Шаплинское, Южно-Шаплинское месторождение, и дальнейшее освоение всей большеземельской тундры. Сегодня в фондах Ненецкого краеведческого музея 40 тысяч экспонатов. Самая зрелищная экспозиция, пожалуй, флора и фауна от арктического побережья до северной тайги. Здесь же представлены и уникальные окаменелости. В центре бивни и череп мамонта. Их обнаружили местные археологи еще в 30-х годах прошлого века. Именно археологические предметы, по словам сотрудников, представляют особую ценность. Наиболее интересными экспонатами у нас являются те вещи, которые были изготовлены местным населением в эпоху раннего Средневековья здесь. Это культовое литье. Это не импорт, это не привозное, это делалось здесь, на нашей территории, на территории большеземельской тундры. Несмотря на популярность краеведческого музея среди туристов, его сотрудники все же ориентированы прежде всего на местное население. Пиаром хранилища здесь занимаются серьезно. Выпускают листовки, создают странички в социальных сетях. Есть и более продвинутые проекты, но их реализации мешает отсутствие в регионе хорошей связи. У нас разработано свое мобильное приложение. Он так и называется namiozem.ru. Оно используется процентов на 7, наверное, на 8, не более того, потому что контент еще не залит. Мы его изготовили уже года 3, наверное, назад, но тем не менее в полном объеме оно не используется. Может быть, отчасти даже, что нет, скажем так, устойчивой 3G-связи. Свое здание у краеведческого музея появилось 5 лет назад. Новоселье здесь ждали долго. До этого сотрудники вместе с экспонатами скитались по городу. Теперь, полностью освоившись на новых площадях, здесь всерьез заговорили о расширении экспозиций. И музейщикам, возможно, снова понадобится помощь мастеров из Коми. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Ненецкий автономный округ.